Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня среда, дети уже дни считают, через 2 дня суббота-воскресенье, и потом начинаются у нас каникулы. Дети так ждут. Устали учиться. Что, проснулся? Теперь весна, греет на улице, и детям лень уже учиться, хотят отдыхать. Так же, как наш Арчи. Гуляет, март месяц, и отдыхает, лежит на диване, спит. Бывает и ночью уходит на гуляние, утром приходит. Все-таки март месяц, месяц Арчи, да? Арчи. Такой славный, ласковый. Любит, когда его гладишь. Но он у нас умница. Теперь некогда ему рыться цветочками моими, да? И рассады мне не портит. Что, хочешь погладить? Да, хочу погладить. Ну, погладь. Хороший. Здоровайтесь с подписчиками моими, я же снимаю. Всем привет! Они не знали, что я снимаю. Заберите, нате. Ласкайте, любите его. Конечно. Молодец, исправился. Туалет ходит на улицу. Рассады мои не портит. Ночью терпит. Да, и ночью терпит. Бывает, ночью выходит. Дает знать, я просыпаюсь. И утром заходит. Вот такой он у нас хорошенький. Мы его ругали, а он исправился. Кошки, они тоже понимают. Понимают они доброту, ласку. Понимают, когда их ругаешь. Конечно, любят, благодарят, когда очень вкусно кормишь. Насчет корма мои внуки все равно балуют. Котенка нашего покупают корм. Хотя я им говорю, что наши деревенские домашние кошки, коты должны кушать домашнюю еду. Арчи уже ловит в сарае мышей. Мы уже видели. Но все равно мои дети покупают корм. Я каждый месяц даю им на карманные расходы денежки. Они экономят, сладости больно не покупают. Покупают, что им надо, и выделяют деньги для котенка Арчи. Дети очень обожают котенка. Я нисколько не жалею, что взяла им котенка Арчи. Все-таки они играют. Сначала гулять сами выводили дети на улицу. Несмотря на морозы, Арчи у нас гулял на улице. А сейчас с утра до вечера может гулять на улице, не мерзнет, тепло. Ну, котенок уже большой у нас. Летом будет уже годик. А может и есть годик, я же не знаю. Хозяйка сама что-то не смогла ответить, сколько ему месяцев. Потому что у нее кошек много. Они плодятся. Но у них живут в гараже и в сарае. А у нас и дома живет, и на улице живет. Где ему хочется. Да, Арчи? Погода у нас очень хорошая. Наконец-то приходит весна. С крыши капает, ручейки начнут скоро. Будем находиться в основном на улице. А пока вот сижу, глажу
любуюсь с котенком нашим, да? Что ты смотришь? Понимает, что про него я говорю. Спасибо большое вам, что передаете привет моим сестрам Минзали и Саиме. Они очень радуются, когда я говорю, что мои подписчики передают большой привет. Они очень радуются, особенно сестра старшая. Она ролики не смотрит, у нее телефон простой. А Минзаля, конечно, смотрит. И передает вам большой-большой огромный привет. Желает вам здоровья, счастья, успехов, радости много. Я, конечно, получила посылку. Сегодня я не буду снимать. Наверное, буду снимать завтра. И я получила такие классные вещи, новинки все. Кому будет интересно, следующий ролик у меня будет «Любимый Василек». Уважаемые мои подписчики, зрители моего канала, мы переходим на Дзен. Ссылку я вам оставлю. Можете подписаться, можете писать комментарии. Конечно, я там начала свои старые ролики грузить, чтобы не потерялись. Если YouTube закроют, они, наверное, у меня потеряются. Конечно, будет очень жаль. Пока изучаю я тоже Дзен. Потихоньку учусь туда грузить ролики старые свои. А сегодня буду вот этот ролик тоже грузить туда. Возможно, YouTube закроют, возможно, нет. Конечно, я привыкла на YouTube. Привыкла монтировать, привыкла выкладывать. Мне было очень удобно, но ничего не поделаешь. Отключили нам монетизацию. Но что монетизацию отключили, это не беда. Самое главное, пусть будет мирное небо над головой. Вы сами знаете, понимаете, что творится в стране. Ну, конечно, везде наложили санкцию. Ну, конечно, у нас в нашей стране тоже своего хватает. У нас свои производители. Например, хотя бы наш Василек любимый. Свой производитель, отечественные товары. Все из чистого хлопка. Цены приемлемые. В магазине на прилавках, конечно, в основном у нас импортные товары. Моющие средства, шампуни, косметики, крема. Моющие средства у нас тоже хватает. Например, возьмем соду. Кальцинированная сода, порошок у нас и свои есть. Место до места у нас есть белизна своя, отечественная. Шампуни, чистая линия. И цены приемлемые. Посуду мыть тоже своя есть. Я думаю, самое главное, пусть будет мирное небо над головой. Пусть будет хлеб. Картошку вырастим, овощи. Конечно, открылись бы свои заводы, фермы, например, колхозы. Мне так хочется, чтобы фабрики, заводы, колхозы восстановились. В деревне молодежь без работы сидит. У нас многие едут на север на заработки, в Москву или еще куда-нибудь. И кто сможет, поедет, поработает. Не все могут. И по состоянию здоровья тоже не могут куда-то ехать. Детей не с кем оставить. Все же есть. Есть матери-одиночки, есть отцы-одиночки. Детей оставить некому. Может, и нет бабушек, дедушек. Есть и такие семьи. Я хочу, чтобы все было свое, отечественного производства. Чтобы дети тоже после школы учились бесплатно. Чтобы и лечились мы бесплатно. Вот, например, я 2 раза заболела с этим нехорошим ковидом. И знаете, сколько я денег тратила на реабилитацию? Я даже боюсь говорить. Все мои сбережения закончились. Но ничего, это тоже мы переживем. Скоро весна, лето. Будем работать в огороде.
с голоду не умрем. Будем копить немножко пенсию. Мы втроем пенсию получаем. Я получаю, и мои внуки тоже по потере получают пенсию и пособие. Конечно, расходы тоже много. У детей потребностей много. Они тоже все хотят, как другие же дети. Хорошие телефоны, хорошие одежды, вкусно поесть. Все им надо. Но ничего, все переживем. Детей записала я в лагерь. Тоже нам все это бесплатно, потому что дают из опеки. Уважаемые подписчики мои, зрители моего канала, я вам оставлю ссылку. Пожалуйста, переходите по ссылке на Дзен, на мой канал. Канал, название также оставила мама Гуля, чтобы не путаться. И аватарка такая же. Фотографию, аватарку я не хочу поменять. Почему-то мне эта фотография очень нравится. Как-то близка. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Желаю вам всего самого-самого доброго. Здоровья вам, удачи, семейного благополучия, любви, весеннего настроения. Всем пока-пока, до следующих встреч. Мои хорошие, теперь будем работать и на Дзене, и на Ютубе пока, и на Телеграме. Ссылку на Телеграмму и на Дзен я оставлю на первом комментарии. Можете туда переходить, подписаться и ставить лайк.